Я предполагаю, что наши якутские власти могут совершить очень грубую ошибку при отмене Конституционного суда. Я расскажу об этом подробнее, а вы сделайте выводы. Если вы не знали, глава Якутии Айсен Николаев 30 апреля внес законопроект на рассмотрение о сокращении Конституционного суда и еще 30 поправок. И значимых, и незначимых, разных поправок. И 26 мая, то есть уже завтра, смотря когда я это видео вытащу, в общем, 26 мая, в среду, его уже могут принять. Это очень важное видео для нас. Я хочу сразу предупредить, что это видео будет с большим количеством терминов. Оно будет довольно-таки сложным для восприятия, но, пожалуйста, досмотрите до конца. Да, и нынешние власти вообще очень заинтересованы в том, чтобы вы в политике не разбирались, потому что они пользуются нашей гражданской несознательностью, и это их главный фактор для манипулирования нами. Поэтому, если будет нужно, посмотрите это видео хоть 2 раза. 18 и 21 мая на канале Илтумена в Ютубе вышло 2 видео, были 2 заседания по поправкам. Я просмотрел все эти видео, проанализировал и сделал следующие выводы. Поправки несут в основном социальный и политический характер. Так вот, социальные поправки, по сути дела, имеют поверхностную, малозначительную роль. Как я и говорил в предыдущем видео, это больше пыль в глаза. Сейчас я буду называть поправки, читать их, а вы будете сравнивать вместе со мной. Смотрите, статья 11 было: семья, материнство и детство находятся под защитой государства. То есть стало, смотрите, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. То есть добавили только одно слово отцовство, и у меня вопрос. Вот неужели это было так важно прописать в Конституцию слово отцовство, чтобы наконец понять, что вот папа это тоже важно для семьи? Читаем дальше. Статья 11.1. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и так далее, и так далее. Но как будто бы вы дублируете, потому что в 11 статье уже было написано, что детство находится под защитой государства. Во-вторых, там же во 2 пункте написано, что воспитание в семье имеет целью формирования человека как свободной личности и так далее, и так далее. Ну и в-третьих, вот неужели приоритет детей нужно было описывать в Конституции? Неужели важность детей оспаривалась? Неужели вот до этих поправок государству дети были не нужны? Вот эту странную поправку отмечают и сами депутаты Илтумен. Послушайте. Интересно просто узнать, а до этого проекта дети кем были тогда? Сейчас пишем очень прекрасно и красиво, являются важнейшим приоритетом государственной политики. А до этого тогда кем были дети? Очень просто интересно узнать, прочитав вот эту такую непростую строку. Кем были тогда наши дети до этого? Согласно основного закона Республики Саха-Якутия. Рассмотрим также и еще несколько поправок. Статья 13, пункт 3.1. Гарантируется защита достоинства граждан и уважение человека труда. Дальше. Статья 32, дополнение к 1 пункту. Республики Саха-Якутия культура является уникальным наследием ее многонационального народа. Статья 52, пункт 7. Пункт 7. Создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан для взаимного доверия государства и общества. Вот я хочу вас спросить, дорогие власти, а разве это не ваша прямая обязанность? Не ваша обязанность создавать комфортные условия для ваших же граждан, заботиться о здоровье и образовании. Это было прописано и так в Конституции, но вы добавляете еще об этом несколько поправок, как будто бы это что-то изменит. То есть, вы знаете, есть такой мем «Капитан Очевидность». Так вот, господа, это про вас. Еще одна поправка, странная тоже, она звучит так. Было, статья 38. В ведении Якутии находится
управление промышленностью, агропромышленным комплексом, жилищным и коммунальным хозяйством и так далее. А стало вот так. Управление промышленностью, сельским хозяйством, жилищным и коммунальным хозяйством. Заметили? Они поменяли словосочетание агропромышленный комплекс на синоним сельское хозяйство. То есть, было агропромышленный комплекс, стало сельское хозяйство. Это как бы... то есть, это синоним, который, в принципе, заменять не имело смысла. Но вот что думает насчет этого Евгения Исаевна, президент СФУ. Самое главное, очень не только с точки зрения патриотизма, о чем говорят молодые люди, а речь идет о том, что слово «агро» сегодня уже, оказывается, я даже, например, не знала, сегодня уже имеет не только иностранный перевод как поле, а оказывается, агро – это школьник, злой школьник, который занимается спамами и тому подобное и так далее, то есть агрируется. Даже вот с этой точки зрения было, конечно же, молодыми людьми предложено, чтобы это слово заменить и ввести нормальное русское, хорошее наше отечественное слово, было молодыми людьми сказано, сельское хозяйство. Евгения Исаевна, у меня к вам вопрос. С каких пор Конституцию, основной закон государства, приводят по молодежному сленгу? Какой дурачок, прочитав слово агропромышленный комплекс, подумает о каких-то там злых школьниках? Это кринж, Евгения Исаевна. Знаете, как называется вся эта деятельность? Крючкотворство. Это когда намеренно, специально занимается всякой фигней для того, чтобы затмить глаза и принять главную поправку. Это об отмене Конституционного суда, а также о том, что прокуроры будут назначаться напрямую, без ведома якутских властей. Параллельно я еще посмотрел несколько видео на том же канале Вилтумыни, и там вот та же Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства, Феодосия Габышева, депутат Вилтумен, они ни слова не говорят о Конституционном суде, потому что это, по сути, главный и самый острый вопрос. В начале ролика я сказал, что глава Якутии и Ил-Тумен совершают грубое нарушение, и у меня для этого есть обоснование. Как только отменится Конституционный суд, по сути, нарушится 3-я статья Конституции Якутии о равновесии законодательной, исполнительной и судебной власти. А также нарушится 4-я статья Конституции Якутии о деятельности по насильственному неспровержению конституционного строя. Почему? Потому что Конституционный суд это был высший орган по защите конституционного строя. По сути, нарушая эти 2 статьи, это называется конституционный переворот. Разве не так? Я могу ошибаться, конечно. Но первые 10 статей почти любой конституции – это основополагающие статьи, и их нарушать никак нельзя. Напомню, что Конституционный суд являлся высшим судебным органом по защите конституционного строя Республики Саха-Якутия. Это вот так прописано было. Это единственный орган, который мог вынести заключение о нарушении деятельности Ил-Тумена и Илдархана. А теперь они его заменили Конституционным советом. Вот почитайте полномочия совета, сделайте паузу, почитайте. Этот совет ничего не может сделать, по сути дела. И почитайте полномочия Конституционного суда. Вот. Убедитесь в том, как много мог сделать Конституционный суд. А теперь послушайте депутата Ил-Тумена Еремеева Алексея, который как раз-таки был одним из главных разработчиков этих законов. Конституционный сүбе этине болланак оннутугар ден биге дүрк бит арыйда сыга болу. Это ойтерген боллана конституционный хутун конституционный власть быгытнан хыджыбыта. Үхүш власть быгытнан, судебный власть быгытнан. Онна кене ылбыт бахарылара хоконга тәннәхтәрет. Хәтта хокон хут боларын быгытнан. Онтон бу боллана конституционный сүбебе болланы бияка түмүк оңорар. Чылыта заключение ден. Ол заключение болланы бияка хоконга тәңе хок болар. Кене бәйті туспа специальный орган ден атықа хөп, орган государственной власти. Но кене болланы скорее тоққа государственный муньяқа иттүменгі чупас орган болар. То есть они прекрасно осознают, но при этом принимают
что, уничтожив Конституционный суд, они создают маленький подневольный орган, который будет подчиняться законодательной ветви власти. Хотя вот до поправок по 53 статье Конституции Якутии Конституционный суд был высшим органом государственной власти и функционировал самостоятельно. А сейчас в 53 статье они в первом пункте не перечисляют высшие органы государственной власти, а просто перечисляют систему органов государственной власти. Это огромная разница. Раньше высшими органами государственной власти были глава Якутии Илдархан, глава Якутии Илдархан, Госсобрание Якутии, он же Илтумен, и Конституционный суд. Вот, а теперь осталось только двое. Илтумен и Илдархан. И, по сути дела, это как раз-таки выражало первый пункт 3 статьи Конституции Якутии о равновесии. Если вы, дорогие якутяне, не знали принцип разделения властей, я вам коротко скажу, что когда любая республика, если она подразумевает под собой демократию, она разделяет государственную власть на 3 ветви. Исполнительную, законодательную и судебную. И они должны друг друга уравновешивать, чтобы никому окончательно не досталась власть. Потому что если власть принадлежит одному человеку, то это, по сути, монарх. Да? И у нас не республика, а монархия. А это чревато, да? То есть тем, что человек, когда он управляет один, да, он может ошибаться, он может с ума сойти, может постареть, маразм его может схватить и так далее. В общем, смотрите. Высшими органами государственной власти останутся только глава и госсобрание. У судебной ветви власти высшего органа по защите Конституции теперь больше не будет. И, пожалуйста, не путайте Верховный суд Якутии и Конституционный суд Якутии. Верховный суд Якутии, он через правосудие защищает вот обычных граждан, да, нас. А Конституционный суд защищает Конституцию и конституционный строй. Теперь вот послушайте Ефимова Алексея Михайловича. Пожалуйста. Первое. Так наиболее распространенным заблуждением является суждение о том, что, мол, руководство республики по своей инициативе решило упразднить Конституционный суд и тем самым отказалось от такого важнейшего символа и атрибута государственности республики. Подобные суждения легко опровергаются, так как поправка, внесенная в статью 118 Конституции России еще 14 марта прошлого года, уже не предусматривала наличие конституционно-уставных судов в регионах страны. И эта поправка в числе других более 200 поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации, была одобрена подавляющим большинством россиян, участвовавших в общероссийском голосовании, проведенном 1 июля прошлого года, по вопросу об их согласии с вносимыми поправками к основному закону страны. И 58% якутян, участвовавших в этом плебисците, также выразили свое согласие с вносимыми поправками. Во-вторых, другим часто встречающимся заблуждением является то, что упразднение Конституционного суда будет означение лишения республики не только символа, но и необходимого атрибута государственности. На самом же деле Конституционный суд, как и сама Конституция, на страже которой он стоит, не являются обязательными атрибутами государства. Например, есть ряд государств, среди них такие развитые страны, как Великобритания, Швеция, Канада и Израиль, которые вообще не имеют своей Конституции. Поэтому наличие Конституции и, соответственно, Конституционного суда не являются обязательным признаком, то есть элементом государственности. В-третьих, также часто встречается ошибочное суждение о том, что после упразднения Конституционного суда республики наша Конституция, а также конституционные права граждан останутся в какой-то мере без защиты. Но на самом деле это не так, это совсем не так, поскольку граждане вправе обращаться по этим же вопросам в суд общей юрисдикции, то есть Верховный суд республики, а по отдельным вопросам Конституционного судопроизводства они право обращаться и в Конституционный суд Российской Федерации. Рассмотрим последний тезис Ефимова Алексея Михайловича.
Он говорит, что мы и наша Конституция не останемся без защиты, потеряв Конституционный суд, так как мы можем обращаться в Верховный суд Якутии и Конституционный суд Российской Федерации. А также у нас будет Конституционный совет. Чуть раньше я уже ответил на часть этого тезиса, что Конституционный суд гораздо сильнее Конституционного совета. Потому что слово суда – это закон, а слово совета – просто совет, не обязательно к исполнению. А также, каким образом Верховный суд Якутии решит вопрос о конституционном правонарушении. Это не их полномочия. То есть вы толкаете Верховный суд на превышение своих должностных полномочий. То же самое касается и Конституционный суд Российской Федерации. Конкретно дела по Конституции Якутии не являются его правовым полем. Второе. Он говорит, что мы не лишаемся государственности, потому что, по его мнению, Конституция и Конституционный суд не являются обязательным элементом государства. И перечисляет Великобританию, Швецию, Канаду и Израиль. Алексей Михайлович, Великобритания, Канада и Швеция – это королевство, а не республика, как у нас. И у них монархия называется конституционная. Потому что их комплекс сводов законов, по сути, является Конституцией. Не кодифицированными, да, но, тем не менее, Конституцией. Потому что что такое Конституция? Это основной закон государства. Любые законы, любые своды законов, которые определяют внутреннее устройство государства, это, по сути, будет являться Конституцией. И у Израиля тоже есть. Никакое современное государство не может без Конституции. И если есть Конституция, обязан быть Конституционный суд. Или иной приравненный орган высшей судебной власти, который защищает эту самую Конституцию. Ну и главный тезис, как в фильме «Бриллиантовая рука», не виноватая я, он сам пришел. Алексей Михайлович перекладывает ответственность на нас, что это мы приняли поправки к Конституции в прошлом году, а они всего лишь приводят в соответствие. И некоторые так и пишут: поезд ушел, мы уже решили, поправки приняты и так далее. Но вы бы согласились на поправки, если бы знали, что Якутию лишат после этого государственности. И вообще, вот разве нам подробно рассказали обо всех 206 поправках, которые были в прошлом году? Нет. Или неужели вы поддерживаете возможность переизбраться Путина снова и снова? Нет. Они использовали и используют до сих пор нашу гражданскую безграмотность. Вот разве простой закон знает, как в будущем отразится очередной закон? Ну, тоже нет. А они прекрасно знают. Вот даже если взять канал в Ютубе Елтумена, в Якутии 650 тысяч избирателей, а посмотрело видео 400 человек. О чем это говорит? О тотальной аполитичности, о полном недоверии к власти. Но они этим пользуются. И я вот хочу спросить вас, властимущие, вот вы говорите, что мы виноваты. А почему вы даже не пытались вот отговорить, просветить, рассказать, защитить? Ответ прост. Вас просто устраивает такое положение дел. И не надо пытаться переложить ответственность на нас. Кстати, вы знаете, кто такой этот Ефимов Алексей Михайлович? Это наш конституционный судья. Человек, который говорит, что нам Конституцию и Конституционный суд иметь не обязательно. Который говорит, что в Великобритании и Израиле Конституции нет. Является нашим конституционным судьей. Просто жесть. Это как будто врач будет говорить, что медицина не нужна, или учитель, который будет говорить, что образование не нужно. Вот, а у нас есть конституционный судья, который говорит, что конституционный суд не нужен. Кстати, еще очень
интересный факт. Алексей Михайлович, вот этот вот, он стал судьей буквально полгода назад, в ноябре 2020 года, когда уже было известно, что Конституционный суд будут отменять, и что никаких новых дел он рассматривать не будет. Еще есть такой слух, что каждый конституционный судья получит по 11 миллионов рублей в качестве отступных при сокращении Конституционного суда. И у меня вопрос, Алексей Михайлович. Вот как вы на этот вопрос ответите? Я просто честно не знаю, это правда или нет. Поэтому, к чему это видео вообще в целом? Дорогие якутяне, нужно следить за властью, что она делает. Следите, пожалуйста. Интересуйтесь политикой, потому что это определяет наше будущее. Думайте головой, выбирайте достойных кандидатов, непроходимцев. Видите, вот как они ловко облапошили нас с поправками в Конституцию. Говорят, что мы сами виноваты. Ну, получается, мы выбрали их, чтобы они там нас защищали, а виноваты мы. Ладно. Теперь вот обращение к нашей якутской власти. Вот вы какую Якутию хотите нам оставить? Вот я уверен, что среди вас есть достойные люди, вот настоящие патриоты. Я когда смотрел пленарное заседание, видел, среди вас есть хорошие люди. Но чего вы боитесь? Вот почему вы думаете, что народ Якутии недостоин большего, лучшего? За 100 лет якутской государственности было много событий, но вот последние 20 лет это сплошной стыд. Кстати, вот, дорогие якутяне, вы говорите суверенитет, суверенитет. Вы знаете, что Штыров и 4-й созыв Илтумена потеряли суверенитет Якутии в 2009 году? Ну, они посопротивлялись, конечно, там, но потеряли. И это тоже втихушечку прошло. По сути дела, они должны были спросить у нас, провести референдум, да, чтобы мы ответили, выразили свое мнение. Но не спросили. Сейчас идет не самый худший период у Якутии. По комфорту и роскоши самый лучший. У нас есть квартиры, Toyota Fielder, ездим иногда на море, у нас есть смартфоны, шашлыки, колбаса. И вот готовы ли вы за колбасу продать свою родину? Ча.